Добрый вечер. Сегодня в нашей программе мы поговорим об экономической ситуации и перспективах развития экономики. Сразу представлю наших гостей, и мы сразу же перейдем к обозрению нашей экономической ситуации. Итак, сегодня у нас в гостях Адгур Ардзинба, министр экономики Республики Абхазия, Георгий Агарба, депутат парламента Республики Абхазия. Вот вы знаете, я бы хотел сразу вам задать вопрос. Мы как бы начинаем чаще всего с того, что задаем общий вопрос. Этот вопрос тоже носит такой общий характер. Скажите мне, пожалуйста, вот мы часто слышим сейчас критику в адрес действующей власти. В выступлениях говорится о том, что резко ухудшилась экономическая ситуация в стране. Вот мне бы хотелось, чтобы вы как бы прокомментировали. Вот как вы прокомментируете, собственно говоря, это состояние? А давайте мы с вас начнем сначала. Добрый вечер, спасибо. Ну, эти высказывания мы тоже все слышим, читаем разного рода статьи. Конечно, я далек от позиции критиковать все и вся, что было там раньше, и идеализировать то, что есть сейчас. Но, тем не менее, я позволю себе не согласиться с критикой в части того, что есть какие-то серьезные спады в экономике в нашей стране сегодня. Конечно, есть вопросы, которые вызывают серьезные опасения. Я в своих выступлениях неоднократно о них говорил. Речь идет о том, что действительно экономика Абхазии, ситуация экономическая, она близка к критической. Это связано с тем, что это я сейчас говорю о макроэкономических показателях во взаимоотношении Абхазии с внешним миром. Это речь идет о зависимости нашей страны от финансовой помощи в первую очередь. Это речь идет о железнодорожном кредите, который тяжким бременем ложится на наш народ. Уже вот в этом году мы должны выплатить колоссальную сумму, там больше 350 миллионов рублей. Речь идет о соотношении импорта к экспорту. Эти все обстоятельства, конечно, присутствуют. Но еще, наверное, присутствует и вообще ухудшающееся экономическое положение вообще в мире как-то, и в том числе вот в тех странах, которые окружают. Не может не сказаться, конечно. Ну, смотрите, тут, конечно, вы правильно сказали, то, что происходит в Российской Федерации с рублем и все, что в экономике России происходит, имеет прямое, конечно, на нас влияние. У нас рубль Российской Федерации, все это, конечно, имеет влияние. Но так как сейчас вы задали вопрос о высказываниях, я думаю, что эти высказывания касаются высказываний, конечно, периода там, последних 1,5 лет, года. Да? Я вот с собой взял несколько цифр, которые, с вашего позволения, я хотел бы озвучить. Которые... А вот этими цифрами вы что? Какой тезис хотите утвердить? Я хочу по тем цифрам, которые есть, не то, что неплохо, даже хорошо в каком-то смысле. Конечно, ситуация, еще раз говорю, далека от совершенства. Но вот я сейчас не буду говорить о показателях Новоафонской пещеры, Рицинского парка, который уже все мы набили оскомину. Действительно, там действительно серьезный рост, там в 4-5 раз. Но есть такие небольшие точечные показатели, которые характеризуют ситуацию в экономике и деловую активность. Если вы хотите сказать, что, вот, например, если и идут какие-то критические выступления, в которых утверждается, что экономическая ситуация в стране у нас вообще катастрофическая, они не знают цифры просто? Нет, ну я сейчас не буду говорить, кто чего знает. Я с большим уважением отношусь к этим людям. У них есть право высказывать свое мнение, у них есть право говорить об этом, право ошибаться тоже есть. Поэтому я... Вы думаете, что они ошибаются? Ну, я позволю себе не согласиться. Вот, вообще вы вот охарактеризуете как? Вот в 2 словах вот, по нашу экономическую ситуацию. Сегодня, на сегодняшний день, если убрать вот эти глобальные вещи, о которых я говорил выше, в целом есть рост деловой активности. Вот если взять данные Министерства по налогам, количество налогоплательщиков по сравнению с 2014 годом, в 2015 году по физлицам увеличилось на 424 лица, по юридическим лицам на 274 лица. А что это, о чем это говорит? Ну, это говорит о том, что создаются новые, регистрируются новые компании или физические лица получают право на
предпринимательскую деятельность, это не может происходить в условиях, когда идет резкий спад. Да, то есть какие-то рабочие места прибавляются. Безусловно, да? безусловно. Это как-то на социально-экономическую ситуацию влияет положительно. Да, вот эти цифры. Ну, вы сами подумайте, если нет экономики, есть резкий спад, количество налогоплательщиков увеличивается. Более того, зарегистрированных лиц в Министерстве юстиции, вот я сравнил, по юрлицам на 157 юридических лиц больше, чем в прошлом году, в 2014 году имеется в виду. По физическим лицам на 607 человек. Более того, я попросил сегодня Государственный таможенный комитет дать список лиц, участников внешнеэкономической деятельности. То есть те люди, которые занимаются предпринимательской деятельностью на экспорт, на импорт товаров. Рост на 651 одну единицу. Эти данные очень легко проверить. Это все открытые данные. Да, я думаю, наши телезрители вам да, это все. Вот. Все это есть. Это все говорит о том, что деловая активность в нашей стране, несмотря на то, что действительно внешние факторы довольно отрицательные, а деловая активность, она показывает рост. Ну, это можно говорить о туристическом сезоне благоприятном, можно говорить о кредитах. Я еще хочу сказать о государственном бюджете, который тоже показал результат. Да? Вот если взять 2015 год и 2014 год, то рост собственных доходов составил 686 миллионов рублей. Это что значит? Можно я тоже по этому поводу выскажусь? Обязательно. Сейчас мы просто власти дадим. А то у нас министр экономики, он может целый день, целый вечер Ну, говорить. Я по бюджету, Георгий Резович, если Не, а я, знаете, хотел какой закончу. вопрос задать вам. Я хотел вам такой вопрос задать. А вот те цифры, которые показывают этот рост, это заслуга власти? Слушайте, Или это заслуга тех людей, которые проявляют деловую активность? Безусловно, это заслуга нашего народа, часть которого является и власть. Это не может быть одно без другого, вы понимаете? Я сейчас говорю о том, что есть мнение о том, что у нас резкий спад экономики. Это все характеризует обратное. Если взять бюджет и соотношение, что очень важно, кстати, соотношение доли российской помощи в нашем бюджете государственном, соотношение к нашему бюджету. Если взять 2013 год, почему 2013 не 2014? Потому что в 2014 году вы знаете, что российская помощь, она практически на 10% была оказана в части инвестпрограмм. Вот в бюджете 2013 года 64,2% доля российских денег, грубо говоря. Если соотнести рост бюджета 2016 года, который мы довольно амбициозный, вот депутаты парламента нас поддержали, довольно амбициозный бюджет заложили, в этом бюджете, если по тому количеству денег, которые были в 2013 году, то мы сократили часть российской помощи на 28%. Вот это то, что я могу еще долго говорить. Да, поэтому давайте я тоже скажу. Сейчас давайте, вы сейчас прокомментируете то, что не, ну в смысле по поводу цифры ситуации в экономике. Или по ситуации, да. Я бы так радужно как бы не описывал бы, тем более министр экономики как бы сам сказал, что близка к критическому ситуации, да, в экономике, что есть правда. То, что там юридические и физические лица как бы, да, регистрируются, но некоторые, смотря что они делают потом, это просто фирмы могут открываться и ничего не делать, там какие-то у них задачи, там оформить какие-то там, сделать, совершить какие-то сделки и так далее. Лучше посчитать ВВП, да, в натуральном выражении, наши услуги, там, наше производство там, и так далее. Может быть, так было бы лучше, ну, знаете как, по поводу ценовой политики, в принципе, там инфляционные процессы, вы знаете, как бы, да, насколько они велики, поэтому в денежном выражении, как бы, считать, как бы, в целом экономику, ну, не совсем верно. И по поводу увеличения бюджета, амбициозных планов, да, это есть, но, к сожалению, это достигается путем увеличения налоговой нагрузки, в том числе введения НДС, ввозного. Я хочу сказать, что это не есть положительный, как бы, по моим прогнозам, это кратковременный положительный эффект, который
через год может как бы в некоторых случаях пробуксовывать. Я понял. Да. Это вот наша тема тоже отдельного разговора. Да, мы отдельно об этом поговорим. Нет, раз сказал он про это, поэтому... Нет, я вот знаете, как хотел сказать? Вот как-то вы говорили о ВВП, и я хотел бы тогда продолжить. На товарооборот как это повлияло? Вот, ну, смотрите, Георгий Резикович справедливо заметил, что было бы лучше оперировать цифрами ВВП, валового внутреннего продукта, да. Но, Георгий Резикович, хочу вас проинформировать, что у нас ВВП считается в номинальных показателях, поэтому все равно там цифры будут номинальные. Поэтому, если в штуках, в килограммах, да, если было бы лучше. Если бы по паритету способности покупателей мы могли бы считать, но пока, к сожалению, нет. И более того, ВВП у нас показатели формируются там прошлогодние, в середине там следующего года, поэтому... Понятно. Но есть другие показатели, которые вы спросили, что они делают, эти юридические лица, они, безусловно, работают и платят налоги. Вот эти налоги, в том числе, не только инфляционный рост, это вот те 686 миллионов рублей приросток. Это при том, Георгий Резикович, хочу отметить, вы прекрасно знаете, что в 2014 году была серьезная финансовая помощь со стороны России. И этот мультипликативный эффект, который все понимают, да, который образуется. А в 2015 году ее практически не было. И в этих условиях добиться такого роста. Я сейчас еще раз хочу сказать, вы сказали там радужную картину. Мне далеко многое не устраивает, и, конечно, я бы хотел, чтобы у нас за один год здесь мы смогли построить Сингапур, но это в принципе невозможно. А что касается внешнеторгового оборота, у нас очень серьезно для нас вот отрицательное воздействие – это соотношение экспорта к импорту. Вот доля экспорта в товарообороте в 2015 году увеличилась. Это очень хороший показатель в целом по экономике. Это, если говорить о 2015 году, это 20% доля экспорта в товарообороте. Если говорить о 2014 году, это 14,5%. То есть на 5,5%. Благодаря чему это произошло? Благодаря тому, что, безусловно, есть у нас экспортные позиции, такие как рыбная мука, рыбий жир и так далее, рыбная промышленность, уголь и так далее, это все торгуется в иностранной валюте, рост валюты. И мы практически в 2 раза увеличили экспорт винодельческой продукции. Вот эти основные показатели оказали положительное влияние. Вот мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали то, о чем говорил сейчас Абгур. Вот, и в конечном итоге ваша оценка тоже очень важна для нас сейчас здесь в студии, я думаю, для наших телезрителей тоже. Вот этой ситуации все-таки социально-экономической. То есть вы как бы считаете, что это правильная критика и действительно положение вещей соответствует тому, что наша социально-экономическая ситуация находится в критическом состоянии. Амир Иванович абсолютно прав в том плане, что сейчас, конечно, сложнее. Во-первых, что происходит в мире. И то правда, что финансовая помощь, когда поступала в полном объеме, конечно, она давала там эффект. Никто с этим не спорит, но это никак не значит, что надо как бы сидеть и как бы ждать, добиваться этой помощи, только потом будем расти. Предпринимаются меры, конечно, я не сказал, что там ужасная там ситуация, но в самом деле ситуация не очень хороша в нашей экономике, если честно. Вот еще раз, те же объемы экспорта, опять я как посмотрю, тот же скачок доллара, валюты там и так далее, продажа угля, то есть я не думаю, что вагонов больше стали продавать, чем продавали. Больше, Георгий Алексеевич. Или вина, не спорю, возможно, начали больше как бы производить. Ну, дай бог, чтобы... Ну, это заслуга, в первую очередь, наших предпринимателей. Вы знаете, по винодельской промышленности, это наш Сухумский винзавод. Да и Пицунский заработал, по-моему. Пицунский тоже неплохо сейчас стал работать. Я думаю, что если у них пойдет работа на полную мощность, у нас вообще экспорт винодельческой продукции может вообще кратно увеличиться, потому что у них мощности. Все правильно. Сейчас уже начали виноград свой собирать потихонечку. Эти плантации начали давать, закладки начали давать достаточно как бы. Вот что касается в целом того, что вы сказали, там государство помогает. Вот я по кредитам хочу сказать, тоже есть показатель, который тоже
увеличился. Если вот по данным Национального банка, буквально сегодня общался, по 2014 году всего было выдано кредитов по всем банкам на 2 миллиарда 555 миллионов рублей. В 2015 году на 3 миллиарда 190 миллионов рублей. Вот данные Национального банка. Вы знаете, что в 2015 году была реализована программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Да, мы делаем передачи о том, Да. как уже бизнесмены занимаются, какие у них уже по есть той информации, начальные которая есть, итоги. 106 лиц, юридических, физических лиц получили эти деньги. Я вот буквально сейчас общался с председателем Национального банка. Очень отрадно то, что, безусловно, там были проблемы, людям приходилось там проходить определенный отбор, немножко усложнилась эта ситуация. Но это связано с тем, что есть большие риски невозврата, но Научены просто. вот я думаю, что и Беслан Владиславович об этом говорил неоднократно. 98,8% всех кредитов выданных обслуживается очень исправно. Значит, по выданным кредитам, по нашим расчетам, свыше 200 рабочих мест было создано, потому что эти деньги привлекались именно по этой программе, я имею в виду, привлекались на создание рабочих мест, на предпринимательскую деятельность. Вот по части улучшения экономической ситуации, может быть, я что-то неправильно скажу, все-таки я как бы дилетант в этом деле, но мне интересно, многие сейчас говорят о том, что благоприятно влияет на развитие экономики вклад инвестиционные какие-то проекты. У нас был закон об инвестициях принят. Вот мне бы хотелось вот в этом направлении, чтобы вы тоже сказали, есть ли какое-то положительное движение в этом? И сам этот закон, как он вообще работает в эффективную сторону? Скажу следующее. Да, в принципе, это закон об инвестиционной деятельности и закон о особых экономических зонах, тоже что касается созданных для привлечения инвестиций. В принципе, они приняты недавно, поэтому сейчас, как говорит, о таком 7-минутном успехе. Но я знаю, что инвесторы внимательно изучают это законодательство, примеряются, и, возможно, сейчас я не знаю таких примеров, который воспользовался бы, или, насколько я знаю, пока на территории Абхазии не создано таковых зон. Но, с другой стороны, и без Гурам закона. Иранович, у вас это агентство же работает, по регистрации, может быть, вы нас проинформируете, не знаю, были ли зарегистрированы вообще? В целом, нет, пользуются я скажу льготами, вам в целом, что происходит. По поводу особых зон экономических, подзаконный акт уже готов, проект готов, там в ближайшее время будет, наверное, внесен. Что касается закона об инвестиционной деятельности, тут немножко ситуация сложнее, там подзаконные акты сейчас мы уже заканчиваем, но в целом мы сейчас пришли к мнению о том, что необходимо менять сам закон тоже. Мы внесли, кстати, одну правку, депутаты нас поддержали. Сейчас мы готовим более комплексные изменения в этот закон. Но в целом, вот по поводу агентства и привлечения инвестиций, я бы сказал следующее. Налоговые льготы и преференции при прочих равных, конечно, играют роль. Когда все у вас в экономике хорошо, и вы даете дополнительные налоговые льготы, это является таким стимулом для того, чтобы привлекать инвестиции. В нашем же случае, Георгий Резикович не даст соврать, у нас был закон об иностранных инвестициях, правильно? Который действовал 20 с лишним лет. Там по умолчанию... Только иностранцам было, кстати, наши граждане не могли пользоваться льготами. Совершенно верно, да. По умолчанию давались льготы 3 года, до 3 лет, по-моему, если я не ошибаюсь. Несмотря на то, что это, безусловно, был очень такой либеральный закон, тебе надо было просто внести в устав какие-то деньги и все. Этими льготами воспользовалось всего свыше 2 десятков, до 3 десятков компаний за 20 с лишним лет. То есть, о чем это говорит? О том, что сами по себе льготы, они мало чего какой эффект дают в нашей ситуации. Инвестиционное агентство при Министерстве экономики в середине прошлого года нами было создано. Для чего? Для того, чтобы в первую очередь проанализировать ситуацию в экономике. Я говорю о деловом климате, условиях ведения бизнеса. Они провели исследования
по методологии Doing Business. Это о чем идет речь? Простым языком скажу. Вот условия предпринимательской деятельности в той или иной стране. Вот регистрация юридического лица, сколько времени занимает, сколько денег надо потратить, земельный участок. Понятно. Вот это все сейчас ими Весь проанализировано. пакет документов, сколько можно собрать. Вот. Ну, Георгий Юрьевич, вы знаете об этом. И по формальным только признакам наша страна находится на 106-м месте, если я не ошибаюсь, из 180 стран. Это очень низкий показатель. Это только по формальным признакам. Вот это все вы говорите о инвестициях и инвесторами, связанными внешними инвестициями. А как развивается у нас вот вклад наших местных инвесторов в развитие нашей экономики? Что есть? Не, ну сейчас, в принципе, равные условия созданы. Да. Вот Адгур Амирович сказал, что тогда раньше существовал который закон, льготы предоставляли только иностранным юридическим физическим лицам. То есть наши граждане тоже вкладывали всегда и сейчас вкладывают. Независимо от этого закона. Просто интересно, есть ли какие-нибудь И потом, продвижения? Адгур Амирович, все-таки надо планку нам снизить, я думаю, инвестиции там Объем инвестиций, до 300 миллионов, до 200 миллионов, там от 70, там у нас шкала так вот, да. Это, извините, это гигантские какие-то проекты. Вот я хочу, чтобы вы об этом тоже подумали. Я думаю, что мы вот с удовольствием такие вещи вот поддержим. Чуть-чуть надо планки спустить, потому что порог 75 начинается, включается льготы. Я думаю, все-таки огромная сумма, тем более для нашей маленькой страны. И для средний мелкий бизнес как бы тут уже не попадает, будем так говорить. Выпадает из этого. Я абсолютно с вами согласен. Да, поэтому надо подумать, чтобы эти законы работали. И вообще, честно говоря, правительство очень медленно работает над реализацией проекта, я имею в виду нормативные правовые акты, там, да. Адгур Амирович, мы разговаривали, всегда обращались к правительству, не всегда как бы, да, вовремя все как бы делается для того, чтобы закон реально работал. Вы знаете, мы приближаемся вот к этой центральной теме вообще разговоров, это налоги, в частности НДС. Мне как-то все-таки хочется услышать, знаете, и, наверное, нашим телезрителям тоже интересно узнать, как это повлияет все, вот то, о чем вы говорили, и хотелось бы услышать, вот как те инвестиции, которые предполагаются сейчас в каких-то проектах, как они повлияют на уровень жизни наш, и каким образом мы заметим изменение социально-экономической ситуации. Вот что для этого делается, хотелось бы узнать. И вот в этом ключе любопытно все-таки поговорить о том, как налоговая политика в этом смысле регулируется вами, что делается и каким образом НДС отразится на росте нашего благосостояния. Не знаю, например, ты, может, потом я готов ответить, и Георгий Юрьевич, если... Я думаю, что вы... Да, только мне обязательно дайте про это сказать. Время у вас не закончилось, то у вас всегда время как бы это заканчивается. Ну, нет, когда это было? У нас что касается НДС и налоговой реформы в целом. Да. Ну, это действительно вызывает много-много вопросов. И сейчас это в какой-то степени, можно сказать, будоражит наше общество. Да. Отчасти, может быть, там есть какие-то опасения обоснованные, где-то что-то преувеличивается, но я хочу в двух словах сказать, что происходит. Да? Есть распоряжение президента, не так давно оно появилось, где дано поручение произвести, значит, реформу налогового законодательства. Какая цель? Значит, есть в нашем налоговом законодательстве довольно серьезные пробелы. Во-первых, само количество... Нет, знаете как, в общем, нам интересно, вот эта цель, она способствует тому, чтобы разбивался средний и малый бизнес? Безусловно, безусловно. Вот в чем? Вы знаете, если совсем грубо говорить, я вам скажу так. А вот если говорить конкретно о налоге на добавленную стоимость, как было раньше? Вот как Георгий Юрьевич сейчас сказал про закон об инвестиционной деятельности, иностранцам давали льготы, нашим не давали. Да. Здесь примерно что-то такое, понимаете, когда НДС был принят в начале, да, там, более 20 лет назад, тогда была ситуация немножко другая. Я не говорю, что сейчас у нас уровень жизни так сильно высок, но тем не менее ситуация была намного хуже, чем сейчас, согласитесь с этим.
И тогда, конечно, на ввоз товаров НДС не распространялся, потому что критическая была зависимость от тех товаров, которые ввозили. Тем не менее, за эти годы произошли определенные изменения. В Абхазии стали появляться и появляются с каждым днем все новые и новые предприятия по производству, по переработке, по оказанию услуг и так далее. Все эти предприятия платят и платили НДС в полном объеме. Те товары, которые привозили в Абхазию из-за рубежа, были освобождены от части так называемого ввозного НДС. Вот вся разница. То есть те, кто что-то производит, да, те, кто оказывает услуги, связь, гостиницы, фабрики, заводы, все платили по полной, так говорить. А торговля была освобождена от части. В этих условиях, конечно, развивать... То есть я сейчас тоже вспоминаю, что в принципе раньше и связь, и промышленность, и курорты, и все, кроме торговли, то есть платили налоги, да? Торговля с наценки просто платилась. Сейчас с оборота, да. То есть увеличилась налоговая нагрузка. Можно тогда я добавлю и позволю себе не согласиться с моим другом, с моим коллегой по специальности экономисты, что все-таки НДС не является каким-то стимулирующим фактором именно в данный момент. Несмотря на то, что этот закон принят недавно, совершенно вступил с января этого года, практика показывает, что он имеет недостатки существенные. Например, вот такие. То, что оно привело к повышению цен, то понятно. Да? Это, в принципе, мы об этом говорили. Там разные цифры приводились. Кто 5, кто 10, кто 15%. Это одно. Потом, самое главное, она все-таки не улучшает инвестиционного климата, потому что здесь облагается налогом, так как называем, при ввозе на территорию Республики Абхазия практически все, кроме продуктов питания и лекарственных препаратов и ГСМ. В том числе оборудование. Мы хотим мы наладить производство, чтобы у нас появились производственные мощности, консервные заводы, перерабатывающие, я не знаю. Но при ввозе того же оборудования изымается до 15% от стоимости всего этого оборудования, вообще и стройматериалов для того, чтобы этот завод поставился. То есть, и самое, что негативное, они замораживаются на неопределенное время. Да, в смысле, правда, есть в законе, что оборудование, как оно заработает в течение года, государство будет учитывать эти платежи, но, извините, это оборудование, которое будет завезено, может не выпускать впоследствии товар, который будет облагаться НДСом. Тогда встанет вопрос компенсации, то есть с бюджета, то есть он не будет являться плательщиком НДСа. Его продукция, например, выпускает кефир или какие-то колбасные изделия, да, переработка мяса и так далее, которые по закону у нас не облагаются НДСом. И тогда будет перекос в бюджетном нашем процессе, понимаете, тогда пойдут судебные издержки и так далее, государству придется возвращать эти изъятые там деньги. Вот скажите мне, пожалуйста, тут... И потом, смотрите, еще два негативных я назвал еще. Все-таки я считаю, что приведет возможный спад в товарообороте. Объясню почему. Потому что в связи с подорожанием и тогда встает вопрос, например, Гагрский Гудаутский район уже подумывает, и я даже, ремонтирую там свою комнату, дверь, кондиционер, стиральную машинку, уже собираюсь поехать в Сочи и купить там. И так будут поступать многие наши граждане. Понимаете? И абсолютно с Адгуром Амирановичем согласен. Это, я не говорю, что этот инструмент не нужен в плане даже ввозного НДС, он нужен.
но я остаюсь при своем мнении, надо вводить на то, что у нас производится. Понимаете, и не 10, а можно и 18, потому что тот товар, который производится у нас, он заходит с минусом 18 с Российской Федерации, например. Вот тогда была бы логика. Если бы на то, что у нас... Ну, как можно было вводить на минеральное удобрение, например, да, которое идет на удобрение для нашего сельского хозяйства, да, для наших крестьян. В связи с этим у меня вопрос. То есть нельзя было вот так вот сплошным как бы все прямо облагать. Я понимаю, продукты выведены, да, лекарственные препараты выведены, ну... Да, вот, Георгий, как раз я об этом хотел спросить. Были какие-то поправки? Судя по всему, это нормальный процесс вообще-то, знаете. Могут вводиться какие-то правила, но они после обсуждения могут меняться. И, скорее всего, наверное, вот закон об НДС, он тоже во многом будет изменен. Скажите, пожалуйста, какие поправки, вот сейчас я знаю, по этому поводу и дискуссии большие были, но и поправки какие-то вносились. Что сейчас в лучшую сторону как бы выводит этот вот закон? Ну, поправки, все-таки нам удалось как бы, принять поправки про оборудование и сырьевые материалы, которые будут завозиться, но с одной оговоркой, что Кабинет министров должен представить список того или иного оборудования, и что за сырье, что и материалы, что тоже как бы немножко Мне бы не хотелось, чтобы так было, но я бы хотел, чтобы вся группа была исключена вообще этого оборудования и сырья материал для того, чтобы и обложить его конечным продуктом. Понимаешь, просто это же в виде авансовый платеж. На наших предпринимателей замораживать до 10-15% при ввезде и еще не продав свою продукцию, тем более ввезя станок, пока еще его не установил. То есть это дополнительно теряются деньги дополнительно. Понятно. А скажите мне, пожалуйста, а вот что сейчас предполагается, вот уже после ваших дискуссий, действительно, какие поправки предполагается вносить? Ну, вообще, немножко вернусь по поводу недостатков. Насколько я помню, закон принят единогласно, Георгий Языкович. Нет, не совсем единогласно. И в парламенте эти все вещи обсуждались. Я же не говорю, мы все неоднократно. Я не говорю, что кто-то виноват в этом, только там исполнительная этого. Власть. Просто я понимаю, когда, знаете, все учесть невозможно. Поэтому закон предполагает две ставки. 0 и 10. Это гибкий механизм. Парламент довольно активно сегодня работает. Если какие-то дальнейшие экономические будут вызовы, которые дадут нам повод менять что-то, конечно, мы будем обращаться в парламент, или сам парламент имеет право все это менять. Но, тем не менее, вот что касается положительных этих моментов, они присутствуют, это нельзя отрицать. Потому что, вы понимаете, если я сейчас не хочу лозунгами положительно, что вы положительно, я думаю, то, что создалась ассоциация предпринимателей. Я думаю, эффект от введения положительный. Хорошо тоже. Кстати, ассоциация предпринимателей, это нормальный процесс. Да. Ребята очень активные и молодцы. Я, кстати, сам агитировал, поддерживал всю эту историю. Но все-таки Адгур Амиранович, поймите, вот за 2 месяца 4-5 поправок. К какому поправок... согласию придет парламент и исполнительная власть все-таки по НДСу? Сейчас что предполагается, каким образом урегулировать то возмущение предпринимателей, людей из малого бизнеса, среднего бизнеса? Ну, можно я скажу, вот в понедельник буквально, я надеюсь, парламент примет поправку в закон об налогооблагаемой стоимости, что касается комплексного плана, да, что финансирование тех работ строительно-монтажных, те материалы, которые будут использованы на строительстве по этому плану инвестиционному, то оно будет освобождаться. Естественно, соответственно, в этом процессе и будут участвовать наши, естественно, компании, предприятия, и я думаю, что это, конечно, положительно. Но, Адгур Амирович, все равно это не до конца. Я бы хотел, чтобы
и бюджетное финансирование, да, те работы, которые будут выполнены за счет бюджета, потому что наши районы тоже какие-то небольшие возможности у них появляются, и они тоже у себя в районах дорогу хотят построить и так далее. И я, наверное, буду как бы инициировать это, чтобы все-таки это бюджетное финансирование за счет нашего абхазского бюджета на строительно-монтажные работы и так далее, то тоже, чтобы к ним не применялась НДС, потому что это все-таки удорожает процесс. Я понимаю, это опять обратно как бы в бюджет идет, возвращается, но он может частично попасть там в республиканский, что-то остаться вместным, как бы расщепляется и создает дополнительные трудности. Я вот думаю, просто об этом мы, наверное, поговорим там, как бы, да, в рабочем порядке. Да. Валерий, я просто что хочу сказать. Вот вы ассоциацию предпринимателей, Георгий Резик, упомянул. Достаточно, серьезно говорю, без каких-либо других там подтекстов, это нормальные все ребята, как бы половину я лично знаю, мы общались неоднократно, у нас очень живой диалог, и, ну, есть определенные волнения, и они, безусловно, значит, люди... Ассоциация предпринимателей работников торговли вы имеете? Не обязательно. Ну, там в основном работники да. торговли, да. Но это коснулось в основном работников торговли, поэтому это вот в основном это... А какие беспокойства там у них существуют? Ну, безусловно, речь идет о том, что на них увеличилась нагрузка. Это нельзя отрицать, это ну, эффект есть, безусловно, отрицательный для них, и они этим возмущены в каком-то плане. Но, тем не менее, я с ними говорил, я сам лично ездил на рынок, туда общался с людьми, они к нам приходили, навстречу ходил неоднократно с Дмитрием Николаевичем Сериковым и так далее. Диалог идет, диалог нормальный. И я думаю, что если мы не будем уходить в какие-то радикальные формы, которые, мягко скажем, бесперспективные и безрезультатные, в диалоге рождается истина, в диалоге рождается консенсус, компромисс. Я думаю, что всегда можно найти общий язык. Там вопросы, кстати, Георгий Резикович, вот вы говорите, чтобы там замораживаются деньги, вопрос отсрочки беспокоил. Мы провели несколько совещаний в правительстве. Дмитрий Николаевич Сериков возглавлял эту группу по поручению президента. Отсрочка возможна до 2 месяцев. Это, более того, не противоречит нашему таможенному кодексу. То есть эти все механизмы, они нужно говорить, но нужно разговаривать, потому что мы все делаем одно общее дело. Понимаете, вот как отразится НДС на бизнесе, так это дополнительные доходы бюджета, которые, безусловно, потом в расходной части увеличиваются, в том числе, вот вы знаете, в этом году мы заложили 300 с лишним миллионов рублей на экономические вопросы, на поддержку малого и среднего предпринимательства. Это на образование мы увеличили, на здравоохранение увеличили, на все эти ключевые вещи. Понимаете, это не только за счет НДС, а за счет вообще увеличения доходов бюджета нашего. И эти все вещи невозможно реализовывать, когда у вас собственная часть доходов расходуется только на зарплату и на небольшую часть там, материально-технического обеспечения. Нужны дополнительные доходы, чтобы реализовывать эти все мероприятия. Мы свое государство должны содержать сами. Это аксиома. Да, это общее такое понимание, да, мне кажется, оно существует. Но я вам скажу, что в основном есть 2 пути, да, увеличения бюджета. Первое – это просто увеличение налоговой нагрузки. Второе – это просто увеличение числа плательщиков путем создания условий для них, там, кредитование, длинные деньги на большой процент. Деловая активность у нас в самом деле есть. Тут Адгур Амиранович абсолютно прав, потому что я участвовал как бы, да, в комиссии по отбору инвестпроектов, которые претендовали на 1 200 000 Российского инвестиционного фонда. Вот там практика показала, что у нас есть предприимчивые молодые люди. Я вам скажу, и большая часть женщин, девушек, да, вот если вы помните, были представлены очень интересные проекты, даже удивительные, как бы, да, и иногда даже как бы в голову не приходит, что такие редкие тоже какие-то, да, около 20 очень интересных, привлекательных, которые мы поддержали. То есть, если создать условия для предпринимателя, да, климат нормальный,
в том числе и налоговые и еще бюрократические. Кстати, я хочу сказать, что мы приняли закон о лицензировании, который тоже способствует улучшению всех этих вариантов лицензий. Теперь число лицензируемых видов деятельности очень сильно сокращен, и лицензия будет получена один раз и до конца, пока этот бизнес существует. Скажите мне, пожалуйста, вот вы... Я хочу сказать, что закончить на этом. К сожалению, пока что мы видим, что я сейчас не то, что я понимаю все трудности, я понимаю, что в самом деле нужно выплачивать, увеличивать зарплату и так далее учителям и другим категориям, но все-таки мы пошли, к сожалению, пока первым путем, то есть увеличили налоговую нагрузку, введя вот этот НДС ввозной на границе, и в торговле применили ставку больше, нежели было. То есть раньше, если платилось наценки, теперь со всего оборота. Вот нежелательно, мы не на такой стадии, когда все настолько развито, что некуда развиваться. Желательно идти по второму пути, то есть путем создания новых предприятий, новых плательщиков. Правильно, совершенно справедливо, Георгий Резович, вы говорите, что есть два источника, я не спорю с этим. Но второй источник, о котором вы упоминаете, создание новых рабочих мест, длинный период, это длинная дистанция. Мы этим занимаемся, я сейчас расскажу позже конкретно в цифрах, что мы делаем. А что касается первой части... Прямо сейчас прибавьте тогда в цифрах. Да. Что касается первой части, мы не увеличили налоговую нагрузку. Мы поменяли... Откуда взялся бы миллиард? Я расскажу. Так, одну секунду, тогда я хочу кое-что у вас спросить. Вы же оба входите в комиссию по сокращению налогов? Да, об этом можно поговорить, да. Я надеюсь, мы уйдем от некоторых, в том числе, может, от НДС уйдем. Есть идея введения налога с оборотов взамен как раз НДС и так далее, и так далее. Вообще я рекомендовал всегда правительству заключить соглашение с Российской Федерацией, с правительством Российской Федерации, конвенцию об избежании двойного налогообложения, которая бы тоже решила... Мы занимаемся сейчас этим вопросом, в повестке есть. Да, слава Богу. Можно вообще... Можно я расскажу два слова, Валерий? Вот что касается второй части. Я тут спорить не буду. Про налоговую нагрузку единственное, что скажу. Ставки не изменились, Георгий Резович. Да, но база-то изменилась. Нет, лица... извините, с наценки брать или со всего оборота, тот же 1%, извините. Обороты, облагаемые обороты, вовлеченные в оборот обложения увеличились, но сами ставки не увеличились. Какая раз? База увеличилась? База увеличилась, да. Нагрузка увеличилась. Понятно. Что касается того, что мы планируем и что мы делаем в части увеличения как раз рабочих мест, самой налогооблагаемой базы естественным путем, я уже говорил о том, что мы планируем реализовать программу поддержки малого и среднего предпринимательства в этом году, в 2016 году, заложено более 300 миллионов. Мы планируем создать до 400 рабочих мест, это в малом и среднем предпринимательстве. Помимо этого, в Национальном банке заложена довольно большая сумма, больше 500 миллионов на кредитование в целом тоже. По линии 1,2 миллиарда рублей, которые сейчас Георгий Резович озвучил, в комиссию входит тоже. У нас сегодня 3 проекта уже вышли на финансирование. Мы 26 проектов уже отправили. Кстати, налог на прибыль надо там изменить, иначе мы обложим это 20% налога на прибыль, вот 10%. Вы знаете, я слушаю вас и чувствую, что на рабочем совещании я присутствую. Тут нужно так сделать, чтобы нашим зрителям я тоже было... Я просто расскажу о том, что по линии этой программы, что мы планируем уже в середине 16 и середина 17 года. Если так пойдет, по тому проекту 1,2 миллиарда, то, что мы планируем сделать, это порядка 13-14 довольно крупных новых предприятий будет в Абхазии. Это цементный завод в городе Тхуарчал, предприятие по переработке лаврового листа в Ачимчирах, тепличное хозяйство в селе Кындах. Там много, по-моему, рыбных каких-то. Рыбные, колбасные, переработка мяса в Гудауте, строительство гостиницы в Гагре. В совокупности по этим всем проектам мы предполагаем, будет создано мест довольно высокооплачиваемых, порядка 534 мест рабочих. Это мы планируем 16-17 год. Вот то, что по этой линии. Вчера буквально
принял, значит, руководителя инвестиционного агентства Алексей Шаманаев из Москвы приезжал. У нас была рабочая встреча. Сумма в 1,2 миллиарда рублей. Есть у нас основания полагать, что она тоже будет увеличена. Очень важно сейчас, и Георгий Резик знает, чтобы все те заемщики, которые уже сегодня получают деньги и будут дальше получать, очень, значит, исправно исполняли свои обязательства, тогда у нас будет возможность увеличивать все эти поступления, и это в совокупности даст довольно много рабочих Вот мест. такой конкретный вопрос. Кстати, можно я хотел бы отметить все-таки работу Национального банка, чтобы вам не подумал, что прям все там только критикой занимаюсь. В самом деле, вот та отрасль, которая в самом деле Беслан Вячеславович, так? Владиславович. Вот он поднял на должный уровень работу Национального банка, они вышли на неплохие показатели, Сбербанк вытащили из убытков, это надо признать. Вот тут мы довольны, честно говоря, наш комитет плотно работает с Национальным банком, с его руководством, и все мы пытаемся помогать. И те кредитные линии, пусть они будут пока маленькие, там по 300 миллионов, пока в пределах, но они наращиваются. Вообще кредитная политика, она в этом смысле довольно-таки ощутимо изменилась. Теперь мы, например, можем держатели карточек брать кредиты. В том числе, да. В том числе я сейчас, например, брал кредит тоже. Я, знаете, что хочу сказать? Вот вы говорили о налогах, все-таки я хочу вернуться к этому разговору. Тут цитату президента хочу вам представить. Налоговая служба и аппарат президента должны сократить количество налогов в 2 раза, я цитирую президента. Это не означает, что доходы бюджета должны быть снижены. Это наоборот позволит увеличить количество поступлений в бюджет нашей страны. Вот скажите, пожалуйста, каким это образом, вот как-то мне хотелось бы узнать, это позволит увеличить количество поступлений и как это отразится на бюджетном положении? Начну тогда хорошо. Да, это возможно в самом деле. Это возможно, потому что тут не имеется в виду налоговая нагрузка. Возможно, где-то она будет и снижена, не исключаю. Но за счет упрощения системы ведения бухгалтерского учета, да, предположим, да, и удобства. И ведь когда будет все прозрачно, ясно, например, четко, когда не куча налогов там, да, когда 1-2 налогов, которых понятных, тогда и предприниматель, возможно, с тени некоторые предприниматели тоже выйдут. Понимаете, выйдут. То, что это дополнительное удобство. Например, у нас не знаю, у меня, например, мысли, мы в комитете обсуждаем проблему введения вместо налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество и, возможно, каких-то, кроме пенсионного фонда, других внебюджетные фонды, начисления, возможно, заменить налогом с оборота. При этом просчитав, конечно, чтобы бюджет не потерял, в принципе, и не намного все тогда упростится, и ведение учета тоже. Да, я понял. Есть такое беспокойство, значит, у наших чиновников, с одной стороны, это пополнить бюджет, а с другой стороны, значит, сделать так, чтобы пополнение бюджета, используя инструменты какие-то налоговые, да, не обременяли сильно наших деловых людей, да, деловую активность. Еще этого недостаточно. Я бы хотел еще сказать, что не знаю, каким нормативным актом, тоже думаем мы в комитете, и, наверное, с Амировичем тоже будем советоваться. На самом деле, наши предприниматели нам надо изменить отношение к нашему предпринимателю, в том числе власти. Мы иногда на них смотрим как на воров. Знаете, там в тень ушли, налоги не хотят платить. Это есть, правда. Есть такое тоже. И это тоже положение надо исправить. Это те люди, которые платят налоги. Мы, в принципе, получаем зарплату от тех налогов, которые не отчисляют. И к ним надо с уважением относиться, и с ними надо честно работать. И тогда, я думаю, что результат будет лучше. Вы знаете, что подходя к финалу нашей передачи, я бы хотел у вас другое спросить. Конечно, многое зависит от того, насколько все спланировано, каким образом рассчитана стратегия, да, на будущее, как предусмотрены те или
как предусмотрено решение тех или иных проблем вот, социально-экономического развития. Вот в связи с этим скажите мне, пожалуйста, стратегия социально-экономического развития, которая была представлена вот сейчас до 2025 года, это до 2025 года. А сейчас, в ближайшее время, что предполагается сделать, используя вот те наработки, которые были сделаны Центром стратегических исследований вот в этой стратегии социально-экономического развития? Ну, смотрите, я, если позволите, немножко про аналогию еще добавлю два предложения. Да. То, что Георгий Резович говорит, я абсолютно согласен. Ну, по поводу неуважения к предпринимателям, ну, конечно... Ну, я неуважение, как бы, ну, не совсем немножко так... Нет, Миронович, знаете, как мы их проверяем, все службы, 8 служб ходят проверять, надо это тоже как-то это никто не отрицает. Если вы... Немножко надо это тоже прекращать. Об этом был тоже разговор, кстати говоря, чтобы этих посещений было меньше. Как раз вот об этом хотел сказать, если внимательно слушали, президент наш Рауль Джумгач Хаджимов неоднократно говорит об этом. И, кстати, ситуация немного изменилась. Еще будет меняться. Немного. Ну, конечно, я не могу говорить о том, что... Вы знаете, вот я, прежде чем сюда идти, пролистал книжку Ли Куан Ю «Из третьего мира в первый». Это знаменитая работа. Вот на первых порах вот этот легендарный реформатор подвергался колоссальной критике у себя на родине. Все эти реформы, которые он проводил, они ожесточенной критике подвергались, колоссальной. Но он это все преодолел. Я к тому, что реформы популярными иногда могут и не быть, как правило. А что касается налогов, действительно задача стоит поставлена президентом упростить максимально жизнь бизнесу. Максимально. Я думаю, что если мы плотно поработаем, вот депутаты парламента, ну это уже будет, наверное, еще и следующий созыв, потому что эта работа не на один год. Мы выйдем, быстро, да, мы выйдем через год, два, три, я думаю, что это максимум, если очень плотно поработаем, мы создадим, я, может, не скромно, но мы одни можем создать одни из самых лучших условий ведения бизнеса в Абхазии, потому что нас никто ни в чем не ограничивает. Мы независимое государство, у нас все это гибко, легко можно, ну, нужен диалог. Все заинтересованные стороны должны садиться за стол, без каких-либо ультиматумов, спокойно, тихо, профессионально обсуждать. Но этому тоже нужно, знаете, как-то научиться, и, скорее всего, наверное, к этому нужно тоже привыкать. Какая-то привычка должна быть, сотрудничество. Я тоже скажу свою, так сказать, копейку, внесу в общую копилку. Дело заключается в том, что, конечно, есть такая у нас проблема, как отсутствие общения, знаете, между властью и бизнесом, да, бизнесом, которое бы было как бы постоянным, оно имело такой развивающийся характер. У нас все время от случая к случаю как-то это происходит, когда происходят какие-то... После митингов. Да, какие-то митинги происходят, или какие-то возмущения, или какие-то решения принимаются. Ну, по стратегии... Вы знаете что, конечно, у нас еще вообще масса вопросов, о чем можно было бы поговорить. И то, что мы час уже в эфире с вами. Да? Быстро, да, час прошел. Да. По стратегии все-таки я должен ответить на ваш вопрос. Да, вот я бы хотел, чтобы коротко мы сказали. Да, я постараюсь очень коротко. Да, стратегия социально-экономического развития 2025 года – это план на 10 лет вперед. Но, 10 лет. Да, но это не говорит о том, что там вот только через 10 лет что-то будет меняться. Там пошагово все расписано. Да, вот ближайшее будущее. Это, безусловно, реформа органов государственного управления, реформа налогового законодательства, реформа подходов в демографической политике, социальной политике, сферы образования, сферы абхазского языка и так далее. Там эта стратегия, она охватывает все сферы нашей жизнедеятельности. И если говорить о этом документе, это очень важный документ, потому что я, может, немножко грубо скажу, наши телезрители, хочу, чтобы меня правильно поняли, мы так и не научились за 20 с лишним лет в Абхазии создавать институты, жизнедеятельность которых дольше жизнедеятельности политической команды. То есть у нас, пускай никто не обижается, один президент может там чаем, второй там яблоки. То есть, понимаете, тот же чай, чтобы его вырастить, надо 5-10 лет. Понимаете, пока этот куст растет, уже меняется власть, у них совсем другой курс. В этих условиях, когда курс постоянно меняется, долгосрочные
планы и результаты достигать невозможно. А результат высокий, как правило, достигается на длинной дистанции, как минимум 25 лет. Поэтому вот эта стратегия была инициирована нами, и она принята уже правительством, направлена президенту, президент тоже ее одобрил. Значит, дальше что у нас? Дальше будут отраслевые программы. Вот вы знаете, что есть совет при президенте по экономическому развитию и реформам, куда входят довольно серьезные экономисты, серьезные, значит, бизнесмены наши абхазские. Буквально 2 марта была встреча, это что касается экономической части. Агарба Беслан Родионович, сокоординатор этого совета, большая благодарность ему лично, потому что он оказывает всецельную поддержку колоссальную. Приезжали сюда эксперты, Strategy Partners Group называется компания консалтинговая. Она занималась консалтингом в Казахстане еще. То есть вот работа в этом направлении идет. Это наше будущее, общее будущее. Еще раз хочу сказать, что вот невозможно, сейчас я не в пику кому-то, невозможно развивать государство в условиях политической нестабильности. Когда курс меняется каждый день, и это очень тяжело. Нужен диалог, всесторонний диалог. У нас общество маленькое. С точки зрения обеспеченности на душу населения, с географической точки зрения, с ресурсной, со всех сторон мы очень хорошо обеспечены. У нас вокруг много богатств. И количество населения небольшое. Ну, я думаю, что, знаете, очень хорошая тема как раз для того, чтобы завершать наш разговор. Действительно, вот образуются всякого рода союзы, необходимые вообще-то в жизнедеятельности государства, как союз промышленников, предпринимателей, я знаю, вот у нас был союз торговых работников. И, конечно, они будут выбирать своих представителей, те будут как-то договариваться, и тогда какой-то конструктивный будет диалог, который придет к какому-то, да, это то же самое, что решению. мы спорим, и как бы Да. кто-то соглашается, это не значит, что мы все хотим, чтобы здесь было хорошо, просто другое дело, как бы вот здесь вот и рождается как бы в споре истина, да, кто-то ошибается, кто-то так думает, кто-то другой так думает, надо советоваться, надо садиться, работать, в самом деле, все просто, надо работать. Просто работать, да, и просто работать. Все, больше и ничего. Каждый на своем месте, и иметь желание, и политическая стабильность, это самое, конечно, первое условие для развития всего, и не только бизнеса. И вообще я считаю, что спокойствие, стабильность и доверие людей к власти, это вот есть точка опоры, понимаете? Вот это если точка опоры будет, то можно и реформы проводить, и менее безболезненно, и все быстрее получится. Да. А что касается диалога, я думаю, что это, я здесь никого не то что хвалю, это ни для кого не секрет. Президент сегодня, Рауль Джунгархалю, это максимально открытый человек. Он и нам как бы дает такие поручения. Максимально прозрачно, открыто все проводить. Чтобы вот вы, Георгий, здесь в нескольких комиссиях при министерстве только вы участвуете. Да. Вся информация публикуется на сайте, в средствах массовой информации. Все предложения учитываются. Только нужен диалог, власть для этого открыта. Мы ко всем предложениям... Мы там спорим и не соглашаемся. Безусловно, это нормально. Да, и здесь тоже. Огромное спасибо вам за то, что вы пришли. Нашим телезрителям мы тоже вынесем благодарность за то, кто продержался до конца и дослушал все, то, о чем мы говорили. Да, огромное спасибо вам всем. Я думаю, что нам такие встречи нужно устраивать почаще, для того, чтобы мы могли находить точки соприкосновения в разных позициях, разных мнений. Еще раз огромное спасибо всем телезрителям. Всего доброго. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо. Приятных праздников.